Абдулманап Магомедович был не только тренером, он был для нас вторым отцом. Всегда был строгим. И он всегда проверял, например, скажем, школьные дневники, как учеба идет в школе. Я не знаю, удивительным образом он узнавал, у ребят какие-то проблемы есть. Он приходил и спрашивал: я слышал, что у тебя вот такие-то проблемы, что там надо, чем надо помочь. И мы удивлялись, откуда он это знает. Вот в зале у него был на втором этаже кабинет, и внизу бывала очередь людей. Просто люди приходили, у каждого свои проблемы, и он всем старался помочь чем-то. Он был очень хорошим семьянином, очень воспитанным человеком, очень требовательным человеком, вне зала и в зале. Такой универсальный человек был. Шахматы хорошо играл, баскетбол хорошо играл, футбол играл. Все, что он делал, он хорошо делал. Если он где-то чем-то занимался, он это старался усовершенствовать. Он говорил, через лет 15, когда мы еще молодые были, он говорил: с Империем я выведу вот этого бойца, этим выйду. И для нас это была чуть область фантастики, у нас даже выхода UFC не было тогда. А когда мы начали уже его слова вспоминать и подтверждение получать к этому, мы уже другими глазами на него смотрели. На тренировках всегда была дисциплина, строго очень. Опоздания он не любил в зале, прически большие не любил. Объяснял эти прически, потому что мы всю тренировку потеем, и просто пот заливает глаза, и из-за этого может ухудшиться зрение. И он постоянно говорил: если вы хотите из этих причесок кому-то понравится, это так не работает. У вас должна быть хорошая накачанная шея, красивый ремень и чистая обувь. Такая фраза у него была: хорош, но не орел. Чтобы там не ловили, можно сказать, звездочку, да, не зазнавались, да, чтобы были на земле. Ему всегда нравились тяжи. Он всегда любил тяжеловесов. Наверное, из-за того, что дефицит был, или я не знаю, они же такие пухленькие бывают, может, из-за этого. Он всегда говорил: запомните, сверху вниз не бегать, холодную воду не пить. Он всегда нам кричал во время тренировки: Добавили, добавили. 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 Добавили, значит, это уже хоть даже ты устал, значит, надо добавлять еще и больше и больше. Можно сказать, весь наш город когда-то тренировался у Абдулманапа, там хоть один день, 2 дня, там, или месяц, или кто-то даже больше задерживался. Очень много людей прошло через него. Больше, чем тренер был. Конечно, мы понимали, что его будет не хватать, но не до такой степени, да. Я всегда думаю о том, почему я не заходил, почему я не проводил с ним время, не слушал его мудрые советы. И многое отдал бы, наверное, чтобы просто посидеть с ним и поговорить. Я не знаю, это не описать словами, какая это потеря. Это, наверное, не как-то почувствовал, приходит, а это будет на протяжении всей карьеры какая-то пустота. У нас и в зале вот сейчас так. У нас нет этого человека, который может заменить. Не хватает его нам. По его методике очень много людей работает. Я думаю, наследие у него такое наследие, которое хватит еще на много годов. Учеников стараюсь воспитывать, я руководствуюсь тем, как он нас воспитывал. В другой стране находясь, я использую методику Абдулманапа Магомедовича. И уже мои ученики уже являются носителями наследия Абдулманапа Магомедовича. И они уже обучают других детей. Это все вложено в его учениках, которые будут на протяжении многих лет растить молодежь на этом наследии, передавать другим это ценности, любовь к своим традициям, к трудолюбию, уважению к старшим. Это все в нас заложено, и мы это будем передавать другим.